Ассаламу алейкум, дорогие друзья, в эфире «Страница истории». Для вас в эфирной студии работаю я, Ахмад Алишаев, и сегодня у нас очень интересный гость, историк по образованию, публицист, руководитель Ногайского отделения Русского географического общества Амирхан Межитов. Ассаламу алейкум, уважаемый Амирхан. Валикум ассалам. Должен сказать, что поводом для сегодняшней нашей передачи послужила очень интересная книга, которая вышла не так давно. Вообще я очень радуюсь, когда в последнее время выходят книги, поскольку сам очень люблю читать. Именно с книги, не с компьютера, не с какого-либо гаджета, а когда в свет выходят книги, тем более связанные с историей, это очень интересно. Вообще, первый вопрос, который бы я вам хотел задать, вы написали книгу о истории ногайского народа, то есть свою историю пытались описать. Великого военачальника, полководца Ногая я интересовался еще со школьной скамьи. Но писать непосредственно, вообще приступил к непосредственному исследованию его жизнедеятельности где-то лет 10 тому назад. И первая моя статья, посвященная именно его жизнедеятельности, я эту статью назвал «Послесловие половчанина», вышла в 2008 году, и я опубликовал эту статью в «Дагестанской правде». И как раз я там, эта первая статья вылилась у меня в результате того, что у меня определенный исследовательский материал накапливался, и мне нужно было как-то публично об этом заявить, для того, чтобы сам тоже почувствовал некую ответственность, чтобы это дело довести до конца. Но во многих исторических справочниках и трактовках он подносится как Беклербек, Беков, Золотой Орды. Вы же о нем говорите? Да, Беклербек, или же, значит, Темник. Темник, да, про него так говорят. Но если вы обратили внимание, я в книге, название книги у меня, он идет как хан Кыпчакского ханства. Да, это очень интересно. Да. Хотя в исторической литературе очень много муссируется, значит, факт тот, что он не был ханом, хотя фактически он владычествовал и по своему... Он был ханом, если у него был свой улус, где он правил, где назначал и снимал военачальников, и где он захватывал территории, ставил туда своих ставленников. И при этом все историки в один голос твердили, что он был нелегитимный хан, он не имел права провозгласить себя официально ханом Золотой Орды, и, соответственно, поэтому его как бы не признавали ханом, потому что считалось, что он является как бы внебрачным внуком, правнуком Чингисхана. Чингисхана на отце находился. Но здесь как раз именно вот эти обстоятельства заставляли меня все время возвращаться к его истории, и как раз очень много противоречий, которые у меня в книге я излагаю, я попытался ответить на эти вопросы. То есть вы ответили на те вопросы, получается, которые у вас возникали в ходе своей исследовательской работы. Да. Поэтому давайте начнем тогда с того, вообще говоря о ногайском народе, есть несколько версий. Одна из версий это то, что вот полководец Ногай, о котором мы говорили, который был Беклербеком, темником, он отделился от Золотой Орды и решил сделать свое государственное образование, и все, кто последовал за ним, ну я так утрированно уже рассказываю эту версию, стали ногайцами, то есть последователи вот этого вот Ногая стало вот называться ногайцами. Но есть и противники у этой версии, которые говорят, что он был убит, и после его смерти через 200 лет только обнаружено в записях, что народ ногайцы появился и так далее. Мне бы хотелось, чтобы... Давайте начнем с этих версий, и вы озвучите ту или иную версию, которая вам импонирует. Именно вот поэтому, что существует вот такого рода противоречия, которые носят большую, я бы сказал, серьезную путаницу в истории ногайского народа, я именно сформулировал название таким образом. «Тайны Ногая» — это, значит, одна сторона вопроса, поскольку есть множество нераскрытых вопросов, которые таятся за ширмой истории, так сказать. Ну и другой вопрос, я его назвал, определил ханом Кыпчакского ханства. И сознательно, значит, отказался от такого названия «Золотая Орда». Ассоциируется с определенным негативом.
и читателей... Татаро-монгольское Да, нашествие, татаро-монгольское нашествие. злые монголы Да, налетели, разграбили, разворовали. Хотя сейчас в исторической науке, вообще в такой, я бы сказал, публицистике идет очень серьезное осмысление роли Золотой Орды. Так. И именно в этом контексте мне нужно было как раз ввести в научный оборот именно вот название Кипчакское ханство. Дело в том, что, да, вы правильно заметили, до 15 века как таковой о нагайском народе в источниках речь не идет. Речь уже идет о нагайцах и о нагайской орде, начиная с 15 века. И тут возникает вопрос. И, как правило, большинство историков вопрос происхождения нагайцев начинает именно с 15 века. Ну, естественным образом возникает у любого разумного человека, а до 15 века где был этот народ? Да, так, где он прятался? Да, вот именно. И так внезапно появится целый народ с 15 века просто быть не может. Это вот как раз вот тот парадокс, который особенно тоже мне не давал покоя. И в результате моих исследований кипчаки, вернее, нагайцы являются прямыми наследниками, потомками именно кипчаков. То есть, если исследовать этой логике... Кипчаки, я извиняюсь, вам могу сказать, кипчаки — это Средняя Азия. Вот в том-то и дело, Какая что, связь? Во-первых, именно начиная с X века, именно кипчаки в исторической литературе, вообще в литературе их еще называют половцы, они на территории Евразийского континента, именно на территории особенно южно-русских степей, появились где-то с 9-10 века. Да. Поэтому это с этого момента, с тех пор, значит, их наследники, их потомки до сих пор продолжают жить на территории как так называемых южно-русских степей, то есть вот в этом Евразийском континенте, в этой части. И тогда этот народ носил название кипчаки. А вот с 15 века значит, появляется народ под названием нагайцы. То есть нагайцы являются прямыми потомками кипчаков. И связано это имя с военачальником темником Беклербеком Нагаем. Ну, я в своей книге как раз подробно об этом рассказываю, каким образом ему удалось. Ну да, всем, телезрителям, кто хочет поподробнее об этом узнать, мы рекомендуем книгу Амирхана Маджидова. Но давайте пойдем дальше. Ну, хорошо, а они взяли, назвать этим именем они стали через 200 лет только. Почему так получилось? Когда после того, как его разбили и убили, престарелого уже Нагая. Вот эти 200 лет. Что происходило до того, как они взяли имя его? Но за 200 лет здесь забывают. Не то, что военачальников и правителей, кого угодно забыть могут. Некоторые высказывают такие суждения, что якобы значит, где-то на побережье Сырдарьи раньше еще значит, был некий хан по имени Харануай. Еще значит, где-то как-то вскользь упоминается именно значит, такое название Нагай. Якобы вот этноним Нагай может иметь отношение к другим историческим персонажам, чем значит, наш с вами герой. Теперь смотрите, а вот возникает вопрос. Все другие версии, которые хотят увести значит, этноним Нагая к значит, другим личностям, не выдерживают никакой критики, потому что ни один персонаж исторический, ни одна историческая личность, кроме вот нашего с вами Нагая, в истории неизвестен никакими своими результатами, никакими своими действиями. Остальные никак себя не проявили и не прославились. Естественно, у любого народа в памяти может оставаться только тот, кто себя... как-то проявил, чьи подвиги помнит. Да, естественно. И вполне логично, что в памяти народа это имя сохраняется. Даже спустя, допустим, определенный промежуток времени его имя не упоминали, через какое-то время возвращается. Вот на этот вопрос у меня есть своя версия. С момента назначения его руководителем значит, воинских подразделений в Кипчакском ханстве, значит, этот факт относит к периоду правления Батыя. Он с первых же дней своей деятельности занял значит, позицию против чингизидов. Он был, значит, до конца своей жизни был оппонентом чингизидской власти. И, кстати, хочу сказать, что в исторической личности
большинство нагайских предводителей сыграли примерно такую же роль, что и Он Нагай. сам был же родом из чингизидов, получается, и был против них. В истории известно, что значит, Нагай был ярым противником хулагидов, то есть ханов Ирана. И во многих сражениях он одержал победу. Фактически значит, армия хулагидов была разгромлена под началом Нагая. Естественно, у потомков хулагидов значит, в сознании остается негативное отношение к своему противнику. Так. И именно Рашид ад-Дин, который является значит, собирателем различных исторических фактов, он был, значит, представлял хулагидскую власть, он был иранец, и по его поручению секретари собирали разные исторические факты. Соответственно, это уже говорит о том, что значит, эта версия может быть вполне надуманной. И я лично не воспринимаю, потому что и эти секретари, и сам Рашид ад-Дин, они никогда не были на территории Золотой Орды. Они не являются очевидцами, они не присутствовали. Есть много других исторических документов, как этот период называет, допустим, это государство Дешти Кипчак на персидском языке или Кипчакское ханство. А вот название Золотая Орда уже было То есть придумано вы более разделяете позднее. Золотую Орду и ханство Нагая? Нет, я не разделяю. Я как раз хочу сказать, что Золотая Орда – это название искусственно придуманное вместо значит, названия Кипчакское ханство. То есть вы хотите опровергнуть то, что десятилетиями нам преподавала школа, в школах, Да. начиная там, с 4 класса уже история. В мое время, по крайней мере, с 4 класса мы начинали изучать историю. То есть вы хотите все это опровергнуть? Да. И у меня в этом отношении очень много и сторонников, и последователей, и единомышленники есть, потому что, во всяком случае, то, что название «Золотая Орда» было придумано искусственно, это не я придумал. Это большинство... Давайте несколько фактов тогда, чтобы это не было голословным. Ну, во-первых, допустим, известные востоковеды, допустим, все знают наш широко известный востоковед Бартельд. У него нигде не упоминается слово, вернее, название «Золотая Орда». Он говорит о Кипчакском ханстве. Есть, допустим, много других Григорьев, тоже известные востоковеды. Есть, допустим, западные значит, востоковеды европейские, которые в своих значит, произведениях именно употребляют слово «Дешти Кипчак». И же, значит, очень много ссылается, допустим, на того же Марко Поло. Да? У него этого названия нет. Но и мы потом, проследив историческую литературу, мы знаем, что примерно где-то после 16 века появляется это название. И ни в одном историческом документе значит, такого названия нет. Есть множество значит, фактов, подтверждающих, что эта территория, я даже вам больше скажу, значит, эта территория, Кипчакское ханство, возникла значит, именно, не то что примерно, фактически вся территория нынешней Российской империи полностью совпадает с территорией Кипчакского ханства или так называемой Золотой Орды. Это полностью. И вот я в этом отношении хочу вам озвучить такую версию. Как же возникло Кипчакское ханство? Значит, примерно к IX веку на этой территории значит, существовало государство Киевская Русь. Так, Киевская Русь в своем историческом развитии не дошла до значит, создания централизованного государства, и в результате феодальной раздробленности, мы все это хорошо знаем. Да, школьная программа, да. Да. Значит, Киевская Русь распалась. И именно в этот момент появляются, значит, половцы или кипчаки, которые захватили, значит, бразды правления в свои руки, Да, и, назначали, и политической нацией, государствообразующим народом на территории так уже бывшей Киевской Руси появляется Кипчакское ханство. Причем и современным значит, нашим телезрителям легко понять, потому что нынешняя Россия является многонациональным государством. Так вот, никогда, примерно с тех времен, вот тот состав, он никогда не менялся. И эта территория никогда не была мононациональной. Эта территория всегда, государственные образования всегда были многонациональными. И многоконфессиональными. Да, и многоконфессиональными. Да. И сегодняшним нашим современникам понять это легче, потому что мы живем как раз именно в таком государстве, и мы все являемся наследниками тех поколений, которые значит, пережили различные
этапы трагедии, драматизма. И вот, начиная с момента, когда значит, бразды правления в свои руки берут кипчаки, образуется государство кипчаков. В персидских мусульманских источниках это называется Дешти Кипчак. Вплоть до значит, распада Золотой Орды, фактически это государство значит, во всем мире признавалось как государство кипчаков. Но при этом и русские, и другие народности, которые там проживали, никуда не исчезали, никуда не уезжали, они оставались, значит, считаться. То есть это было подданными огромное государственное объединение, которое не разрушало, а наоборот созидало, получается. Да. И Киевская Русь при них жила. Я знаю, в ваших книге приводятся факты, когда и назначались князья и так далее. Совершенно верно. Шла между собой войны на Киевской Руси, князья не могли выбрать, и они обращались к половцам, то есть к кипчакам, и они уже выбирали из них же, не ставились своего, Да, совершенно а из верно. них же выбирали, и он руководил ими, а они шли дальше, расширяли свои владения. То есть И, как правило, где компактно проживает, допустим, значит, русское население, там назначают князьями, значит, из числа русских да. князей. Ну, соответственно, вот по такому принципу и работали. Вы понимаете, что вы хотите сделать небольшую революцию? Ну, если это так звучит, я буду этому только рад, потому что в пользу именно этой версии в последнее время очень много фактов. Ну и оппонентов много, я так думаю. Естественно, может быть, но при всем при этом я эти вещи утверждаю не просто с потолка. Я в своей книге достаточно подробно опираясь на некие, допустим, источники. Кроме того, есть определенная историческая логика, которую просто невозможно опровергнуть. Именно на таком языке, на котором сейчас мы говорим, значит, кипчаки, половцы 13 века говорили на этом языке. И, кстати, вот на этом языке говорили нынешние казахи, каракалпаки, балкары. Вот это очень сильно сейчас отличается, значит, диалект крымских татар, но у них влияние непосредственно, значит, турков, поэтому у них такое разнообразие. И вот эта Плетнева, она впервые, кстати, значит, натолкнула меня на эту мысль, что не исчезли, значит, половцы или кипчаки. Их просто потом стали называть нагайцами. Потом, вот обратите внимание, после распада Кипчакского ханства, или, ну, привычный термин «Золотая Орда», на территории Евразийского континента, да, появляются самостоятельные суверенные государства, как наши СНГ после распада СССР. Значит, Казанское ханство, Крымское ханство, Сибирское ханство, Астраханское ханство. Я даже очень люблю говорить о Московском ханстве, а не Московское. Вот теперь смотрите. После этого, значит, распада Кипчакского ханства образуется независимый. Причем все большие империи распадались на малые. Ну да. И вот теперь, но я хочу заострить ваше внимание на другом. Почему-то все возникшие новые государственные образования называются ханствами в исторической литературе, кроме Ногайской Орды. Только Ногайская Орда называется не Ногайское ханство, а Ногайская Орда. Да. Вот здесь есть очень интересный ключ к раскрытию загадки. Слово «орда» это, значит, звучит на русский лад «орда», а на самом деле на нашем языке это означает «орта», то есть центр. Ага. Ногайский центр, если буквально. То есть Ногай, вы хотите сказать, был центром? Вот теперь, значит, преемницей Золотой Орды, после распада Золотой Орды, после гибели последнего, значит, золотоордынского хана Ахмата, Чингизида, значит, власть переходит в руки ногайских князей, значит, нашего известного вождя Эдыге. Значит, и они, вернее, Ногайская Орда или Ногайская Орда становится преемницей Золотой Орды. При этом во всех вновь образовавшихся новых государственных образованиях они же назначают своих, значит... А факты этому есть? Есть, во-первых, очень много, например, очень много фактов есть в исторической литературе, когда, допустим, в Крымском ханстве, значит, Гиреев назначают нагайцы во главе Крымского ханства. В Астраханское ханство назначают нагайцы. В Казани даже та же самая история, если взять, допустим, история, с одной стороны, драматичная, печальная история княгини Суюмбике,
вокруг этой истории очень много подтверждений, что, значит, во главе этих новых государственных образований становятся ставленники Ногайской Орды. Значит, очень много фактов есть. Очень драматические, я бы сказал, печальные события разворачиваются при усилении московского государства. Наследником, значит, власти в Ногайской Орде становится известный предок князь Юсуф, это предок известных князей русских Юсупов, так называемых русских, да. Вот. Ну, у них пошел разлад со своим братом Исмаилом. И здесь, конечно, однозначно давать оценку тоже очень сложно. Здесь как раз идут очень сложные геополитические процессы, вмешивается и Турция, и Польша, значит, и Литовское княжество начинает играть на два фронта, и Крымское ханство. В общем, начали вот растерзать на куски вот это некогда единое мощное государство. Вы знаете, читая вашу книгу, я еще наткнулся на один такой интересный факт. Я говорю о тесте ДНК, который сделали, по-моему, литовскими, если не ошибаюсь. Не, московские ученые? Московские ученые литовским... Ну, я понял ваш вопрос, я сейчас отвечу. Вот это очень интересный вопрос, я вас благодарю за вопрос, я чуть даже не упустил. Сейчас, кстати, значит, в пользу этой версии очень много появляется ученых, исследователей, не только, допустим, ногайских или же не русских, среди русских ученых тоже очень много, допустим, сторонников этой версии, которые активно в этом направлении работают. И вот эти ученые московские, они провели исследование ДНК, они взяли анализ ДНК потомков, значит, Золотой Орды, а прямыми потомками Золотой Орды они не только и помимо нас обозначают, значит, нагайцев, каранагайцев, значит, дагестанских нагайцев, кубанских нагайцев, нагайцев, которые проживают в Карачаево-Черкесии, крымских татар. Кстати, вот к каранагайцам можно отнести и нагайцев, которые проживают в Ставропольском крае. Ну и, да, очень много там проживает. И татар, которые проживают, так называемых литовских татар, значит, которые проживают сейчас в Литве и в Белоруссии. Вот, и литовские татары, и вот выше обозначенные, они все являются прямыми потомками населения Золотой Орды. То есть всего вот этого государственного, да, чтобы было понятно. И взяли, значит, анализ ДНК у современных монгол. Так. И, значит, лабораторным способом они доказали, что ДНК прямых потомков Золотой Орды, обозначенных выше, и монгол практически не совпадает. Ну как же быть? Мы же сами в нашей передаче говорили, что тот или иной подхолодец был родственник, находился в родстве с самим Чингисханом. Чингисхан тоже не был монголом? Кстати, я, по-моему, кажется, в предисловии или в начале вскользь упоминаю, что чингизиды были тюркоязычными. Они создали Чингисхан, вернее, создал свое государство в Средней Азии, но он не был монголом. И причем до сих пор не могут найти следы на территории Монголии. По всей вероятности, столица, значит, государства Чингисхана находилась где-то в пустынях современной Туркмении. Но чингизиды были сами тюркоязычными. Возможно, они не были кипчаками, но то, что они являются тюркоязычными, существует очень множество, значит, фактов, подтверждающих эту версию, потому что однозначно во всей мировой истории известно, что Чингисхан исповедовал тенгрянство. А тенгрянство — это тюркоязычные народы исповедовали. А монголы к тенгрянству никакого отношения не имеют. Ну и разные, допустим, народные традиции, обычаи, связанные с, значит, вероисповеданием самих чингизидов, нас не ведут к монгольскому следу. То есть вы хотите опровергнуть тот факт, который устоялся веками, что татаро-монгольская ига, это во главе были монголы. То есть монголов, получается, там и запаха не было, Вот если именно. они не находились в родстве. На каких Абсолютно. ролях тогда там были монголы? Я вам скажу, вся история
и вся жизнедеятельность на примере нашего Нагая говорит о том, что фактически и Русь, и так называемые татары XIII века на территорию Европы значит, вторгались как ответная реакция на их агрессию. Значит, они не были агрессорами. А вот я как раз значит, упоминаю несколько фактов, значит, агрессию со стороны Тевтонского ордена, то есть со стороны католического Ватикана. Понимаете? Мы привыкли все говорить о крестовом походе на восток. Да. А крестовый поход на восток, он же имел, значит, обширную территорию. Именно на Евразийский континент, на территорию России, на Русь, значит, был в течение многих лет осуществлялся крестовый поход, и в союзе с кипчаками и русским населением удалось фактически остановить крестовый поход на Русь. Теперь уже мы так говорим на Русь, тот период на Кипчакское ханство. Католическая церковь, да. Получается. И вот теперь здесь отсюда, значит, логика нас подводит к тому, что именно историю этого Кипчакского ханства, этих татар, нужно было настолько исказить, настолько внести путаницу, чтобы вообще из памяти исключить. Понимаете? И, кстати, вот на тот вопрос первоначальный, который вы задали, теперь можно уже прийти совершенно спокойно. Почему в течение 200 лет имя Нагая не упоминалось? После, значит, гибели хан Тохта, с которым воевал Ногай. Тохтамыш известный, да? Нет, Тохта. Тохтамыш это потом. Ага. Вот именно Тохта, Тохта, это как раз в 1300 году он правил. Это я ошибся, да. Это как раз ставленник самого же Нагая. Это мы вырежем, да. Ага. И теперь смотрите, этот Тохта запретил употреблять имя Нагай. Имя Нагай было в запрете. Но то есть настолько озлоблен он был, получается? Вот или это было желание стереть? Именно он был, значит, он понимал, что, потому что, ведь смотрите, Нагай-то продолжил политику известного половецкого хана, значит, в источниках это называется Катян, а на самом деле по-нагайски это звучит Котен-Батыр. Он-то, Котен был ярым противником чингизитов, первоначально, значит, Батыя. Его политику продолжил Нагай. После Нагая появляются другие, значит, вожди, которые последовательно, значит, тоже идут по его стопам. По его стопам. И, кстати, до распада Золотой Орды все руководители Нагайской Орды были противниками чингизитов. Хотя многие казахские ученые нам пытаются навязывать, что мы как бы потомки чингизитов, вернее, наши вожди. А как раз в истории, значит, потомки Эдыге, они себя не называют чингизидами, они себя не называли даже ханами, они себя называли султанами. Понимаете? Вот понятно. Это как раз отвечает на вопрос, почему вот искусственно, значит, внесли путаницу. И совершенно понятно. Вот я сейчас вновь возвращаюсь вот ко многим литературным, историческим, значит, произведениям, особенно многие археологические, значит, материалы я читаю. Там очень... Археология, как известно, самая точная из наук. Да, и там очень много моментов, когда если вместо монгольских вельмож записать кипчакские вельможи, то тогда интерес у современных нагайцев автоматически появляется к изучению именно этой литературы. А из-за того, что это называют или монголами, или Золотой Орды, у современных нагайцев или же у молодежи не вызывает интереса. Чтобы народ не знал свою историю. Да. Хотите сказать. Вот поэтому... То есть получается фактически, если я вас правильно понял, я извиняюсь, что перебиваю, что татаро-монголы это было отдельное государственное объединение, и Кипчакское ханство было отдельное государственное объединение, которое между собой враждовало? Нет. Нет? Нет, как раз-то я хочу сказать, что как таковой такого государства, как татаро-монгольское или же Золотая Орда, с таким названием не было, а было государство Кипчакское ханство.